Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши Кушара. Сегодня в выпуске. Спасительное пожертвование. В республиканской больнице прошла благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови. Служить профессии. 103 выпускника Сухумского медколледжа дали торжественную клятву медицинского работника, обязуясь выполнять свой профессиональный долг. 3 поколения артистов театра. Во вторник в Абхазском театре премьера спектакль «Дорогая Памела». Мактина Джинджоля назначена уполномоченным по правам ребенка в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день не только вспоминают о важности переливания крови, но и проводятся мероприятия, которые информируют общество о глобальных потребностях безопасной крови. Организованная молодежным объединением «Открытая ладонь» при поддержке Минздрава Республики. Репортаж Али Китрапш. Потребность в донорской крови остается высокой даже в мирное время. Безвозмездно отданная кровь спасет жизни при проведении некоторых хирургических операций, пострадавшим в ДТП, людям с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми недугами. В каждой больнице есть свой банк крови, который регулярно приходится пополнять, и в этом помогают доноры. К сожалению, благотворительная акция донорства крови немноголюдная. В момент наших съемок сдать кровь пришли только 2. Я сдаю кровь впервые, и для меня эта тема является очень важной, и для Республики Абхазия также. Я считаю, что тему донорства нужно популяризировать и привлекать большое количество людей, студентов, в том числе, для того, чтобы у нас не было проблемы в нехватке крови в каких-то экстренных ситуациях, которые возникают повсеместно вообще. Донором крови может стать практически каждый здоровый взрослый человек, достигший 18 лет весом не менее 50 килограмм. Сдавать можно как цельную кровь, так и ее компоненты. Некоторые люди не могут быть донорами по медицинским противопоказаниям. Но даже если противопоказаний нет, к сдаче крови нужно подготовиться. Поэтому медики консультируют людей. Кровь хранится у нас только месяц. Это срок. Потом обрабатываем кровь и из него делаем через месяц плазму. Плазма хранится у нас почти 3 года. Но дело в том, что у нас даже до месяца очень редко кровь хранится, потому что у нас очень много случаев аварий, очень много случаев кровотечения, несчастных случаев. И очень много выдаем. Тем более сейчас такое время ковидное, что в ковидный центр мы очень много плазмы выдаем и крови выдаем. И это все в ковидный центр выдаем безвозмездно. По словам медиков, люди неохотно идут сдавать кровь. В случае экстренных ситуаций подходящую кровь для больного приходится искать среди родственников. В Центральном банке крови порядка 220 человек-доноров, которых каждые 3 месяца обзванивают. Они приходят и безвозмездно сдают кровь. Как ни странно, нехватка крови возникает не только с редкими группами. Редкая кровь в основном первое, второе, а 4 отрицательные, 3 отрицательные. Вот такие у нас в банке обычно очень мало. Вот. Но иногда бывает и нехватка первого, потому что бывает, вот больные попадают очень много с первой положительной. И когда очень много выдаем первого, и сразу же столько людей не приходит, сколько мы обычно выдаем. По словам медработников Центрального банка крови Республики, одна из причин невысокого уровня донорства – слабая осведомленность и страх, что сдача крови может негативно отразиться на их здоровье. Если человек здоров, это абсолютно не мешает, наоборот, очень даже хорошо сдавать. Я объясняю. Первый раз я у человека, когда беру, конечно, я поменьше беру, чтобы человек, организм как-то реагирует по-своему у каждого. Поэтому каждому объясняю, каждому проводим такую работу. Первый раз, когда приходит человек, конечно, чтобы он второй раз пришел и уже... И бывает такое, что он первый раз пришел, очень боялся, да? После того, как он увидел все это, и 2-й, 3-й раз потом у нас есть такие
доноры, которые потом почаще начали приходить и сдавать тоже. Всемирный день донора крови был учрежден в знак благодарности добровольным донорам за их неоплаченные спасительные пожертвования. Он также направлен на то, чтобы побудить как можно больше людей сдавать кровь, чтобы спасти еще больше жизней. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 103 выпускника Сухумского медколледжа дали торжественную клятву медицинского работника, обязуясь выполнять свой профессиональный долг. В церемонии участвовал министр здравоохранения Эдуард Будба. Какие планы уже у бывших студентов медицинского образовательного учреждения, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Сарии Кварцхеля. Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну. Клянусь. Клянусь. На пороге начала самостоятельной жизни. Перед лицом своих друзей и преподавателей в стенах Сухумского медицинского колледжа Николь Хасая, как и другие ее однокурсники, дала клятву медработника. Николь с детства мечтала стать медиком и в полной мере осознает всю ответственность выбранной профессии. Здесь она обучалась специальности стоматолог-гигиенист. В планах у девушки продолжить учебу уже в высшем учебном заведении. Я была маленькая, когда играла в игры и лечила всех животных, делала им уколы, как делают маленькие дети. Всегда и бабушка говорила: ты, наверное, станешь врачом у меня. И она, как любая бабушка, наверное, хотела бы, чтобы внучка стала врачом, медиком. Стоит отметить, что Николь была в числе тех волонтеров-студентов, которые были направлены в Гудаутский ковид-госпиталь в связи с нехваткой младшего медперсонала. Мы, как медработники, не могли отказаться. Мы проявили инициативу сами. Нам сказали, наш директор расписал нам ситуацию и сказал, что есть такая ситуация и нужна помощь. Мы не замедлили, подумали быстренько, пару дней, узнали у родителей и сразу поехали в ковид-центр. Специалист по лечебной физкультуре Дмитрий Келин уже работает по своей специальности. Принцип «век живи, век учись» молодой человек использует как девиз жизни. Дмитрий решил получить еще одно образование, освоив профессию фельдшера. Он также был в числе волонтеров. Получается, в первой группе поехали с медколледжа, кто не испугался, кто согласился, кого отпустили родители, кому дали разрешение, мы из первых единиц, кто там был. Там общая работа была и как медбрата, и как санитара, и как врача, можно так сказать. Директор колледжа НАТО Тарба напомнила, что на долю выпускников 2021 года выпали тяжелые времена из-за пандемии коронавируса. И они, как люди своего дела, не остались в стороне. Наши дети, можно сказать, что были на войне, как на войне. С 5 утра пешком с нового района, пешком спускались наши студенты, чтобы оказаться на месте вовремя. Это большое дело. И по сей день, вот сейчас стоят вот здесь наши волонтеры, которые с первых же дней работают там, рядом с нашими медиками. В церемонии принял участие министр здравоохранения Эдуард Будба. Он поздравил выпускников и добавил, что непременно будет присутствовать на предстоящих экзаменах, чтобы проверить уровень знаний выпускников медколледжа. Я хочу просто как врач, как хирург к вам обратиться и сказать: большая надежда на вас, на всех, потому что наши коллеги, врачи, медицинские сестры, кто бы чем ни занимался, для медицинского сообщества мы должны работать одной дружной большой командой. Тогда мы добьемся успехов. Поздравляю вас, желаю вам творческих успехов, чтобы все было у вас хорошо на вашем жизненном пути, люди в белых халатах. В этом году в Сухумском медицинском колледже 103 выпускника по разным специальностям. Медсестра, фельдшер, акушер, лаборант, фармацевт, гигиенист и зубной техник. Сария Кварцхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Арс-Мира прошла пресс-конференция общественной организации «Диабетическое сообщество Абхазии». Руководители организации рассказали о своих проектах, о необходимой медицинской помощи больным сахарным диабетом и о проблемах в этой сфере, перебоях в обеспечении инсулином, сахарснижающими препаратами и расходными материалами. Первый проект организации осуществляется в рамках совместной программы ПРООН и Евросоюза по поддержке гражданского общества. Главная его цель – поддержка людей с сахарным диабетом
диабетом и улучшения качества их жизни. Недавно в рамках проекта была открыта школа диабета в городе Гал, уже 3-я школа диабета в Абхазии. Как рассказали представители организации, с января действует горячая линия для ковидных больных, у которых имеется сахарный диабет, и тех, у кого ранее не было диабета, но во время болезни возникли временные проблемы с сахаром. С 26 июня по 1 июля пройдет диабетический мини-лагерь для детей с сахарным диабетом. Главная задача – общение детей друг с другом, обмен опытом. С детьми обязательно должен быть один из родителей, и для них будут организованы различные занятия. Приглашены спикеры из России, которые расскажут о новшествах в лечении диабета. Также общественная организация проводит тренинги для медсестер школ и садов, чтобы они умели работать с детьми, у которых диабет. Окончательные причины пожара на Сухумской кондитерской фабрике устанавливаются, сообщает МЧС Абхазии. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за нарушений правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. С утра 14 июня сотрудники МЧС провели соответствующий регламенту работы и составили акт осмотра объекта, на котором накануне произошел пожар. Первичный материал будет передан в УВД города Сухум. Напомним, что здание бывшей кондитерской фабрики по улице Эшба загорелось 13 июня днем. На месте происшествия работали 8 пожарных расчетов МЧС и спасательного отделения медицинской службы. Во время пожара никто не пострадал. Плановые учения пожарно-спасательной части прошли в Ткорчале. Подробности в материале пресс-службы МЧС. На первом этапе учений отрабатывались практические навыки при ликвидации дорожно-транспортного происшествия. Необходимо было в максимально сжатые сроки ликвидировать возгорание, при помощи гидравлического оборудования разрезать кузов автомобиля, извлечь пострадавшего и отправить его в лечебное учреждение. Следующий этап учений предполагал ликвидацию пожаров в многоэтажном здании в черте города. Согласно легенде, огнем были охвачены 3-й и 5-й этажи. Необходимо было также эвакуировать пострадавших. Пожарные расчеты при помощи рукавов проложили временную магистраль для подачи воды. Огонь также тушили при помощи пожарного лафета. Для эвакуации пострадавших использовалась высотная лестница, установленная на спецавтомобиле. По словам министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Льва Квициния, личный состав в целом справился с поставленными задачами, проявив достойный профессиональный уровень. Следующие учения в городе будут более сложными за счет расширения тематики водных и увеличения числа задействованной спецтехники. В столице, в Сухумском доме юношества, прошел круглый стол на тему проблемы перспективы развития народных ремесел. Встреча прошла в рамках проекта совместной программы ЕС и ПРООН по улучшению профессионального образования и обучения в Абхазии. В дискуссии приняли участие руководители и менеджеры проекта, а также специалисты в области среднепрофессионального образования. Репортаж Гугуцы Вардания. Что сделать, чтобы активно развивать народные ремесла в Абхазии? Как представить именно свой качественный продукт на международном рынке? Как заинтересовать молодежь в получении среднепрофессионального образования и создать для этого условия? На сегодняшний день эта тема для Абхазии очень актуальна. И здесь, как говорят участники встречи, вопросов больше, чем ответов. Потому что Абхазия – это, в общем-то, туристическая страна. И есть очень большой запрос на то, чтобы сувенирная, например, продукция нашей страны, да, была представлена местными возможностями, местными сувенирами. Сегодня у нас это есть, но, к сожалению, не совсем то, что как бы отражает дух и культуру нашего народа. Сейчас у молодежи есть возможность поучаствовать в совместном проекте SDU UNDP, направленном на профориентацию молодежи через привлечение к рабочим профессиям. Главная его цель – создание мотивации и условий для этого. Поэтому год назад в рамках программы в мастерской «Артель» были организованы курсы по гончарному делу. Это вызвало большой интерес у молодежи. И даже, возможно, скоро будет организована выставка выполненных работ. А что касается материала для их изготовления, то в Абхазии его достаточно. Все местное. Все местное. У нас всего достаточно. Мы даже стекло можем свое варить. У нас есть и кварцевый песок, у нас есть и полевой шпат, у нас есть известь. У нас нету одного соды.
Ну, она дешевая, ее можно привозить, проблем нету. Некоторые учащиеся мастерской уже и сами преподают. С учениками у нас есть определенный план, по которому я показываю, с чего надо начинать и к чему должны мы прийти. Первое, это самое легкое, это стакан, пиала, что-то открытое. А потом уже мы доходим до составных таких работ, это как чайник, графин, когда мы это все склеиваем, что нужна определенная сушка этих работ, что глина должна быть одной консистенции, что ручка и основная часть сосуда должна быть одинаковая. Аснанда Аргун по профессии стилист-гример, однако мечтала обучиться и гончарному делу. Наконец, такая возможность представилась. Я очень рада, что я попала на этот проект, потому что он дает мне возможность общаться, опять же, с творческими людьми. У нас замечательный преподаватель, и сбылась моя мечта, еще одна. И у меня получается. Также в рамках проекта проходят онлайн-тренинги со специалистами по народным промыслам из Казахстана. В туристической стране очень важно развивать сувенирную продукцию, говорят они. У вас та статья доходов, которая может приносить туризм, она важная. И поскольку ваша страна обладает такими замечательными природными ресурсами, туристическими комплексами, историческими комплексами. И я думаю, что это важно для развития туризма. Это на самом деле действительно важно, чтобы была сувенирная, аутентичная продукция. Мы все с вами бываем в других местах, в других странах и всегда хотим привезти с собой какие-то сувениры. Мы говорим о народных промыслах и предпринимательстве. Это как в стихотворении Пушкина. Они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Почему? Потому что когда мы говорим о народных промыслах, мы говорим об искусстве, мы говорим о традициях, мы говорим о возвышенном. Когда мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о цифрах, о бизнесе, об экономике, о статистике, об экономическом подъеме. То есть вот этот момент, это был очень важным для нас, чтобы объединить именно культурное, так сказать, пламень и, скажем, прозу. Пламень – это вот искусство, народные промыслы, и проза – это, конечно, предпринимательство. В будущем в рамках проекта планируется создать курсы по столярному и стеклодувному делу. Участники проекта СДЮ на тренингах также обучаются укреплению мотивации, работе в команде и бизнес-менеджменту. Сейчас они проходят этнографический курс, включающий лекции и мастер-классы сотрудников Абхазского госмузея в различных областях культуры и традиционных национальных ремесел. Гугуца Вардания, Амра Зарандия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 15-16 июня в Абхазском драматическом театре состоится премьера лирической комедии Джона Патрика «Дорогая Памела». В спектакле сыграют 3 поколения артистов театра. А главную роль исполнит народная артистка Абхазии Виолетта Ман. Режиссер постановки – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусства Абхазии Адгурковы. Для комедии мы работали, наверное, непозволительно долго. В общем-то, работа началась аж осенью. И вот, в конце концов, мы тихо-тихо, выходим к премьере данной пьесы. Да. Почему именно эта пьеса? Мне казалось, что просто, в Абхазском театре, в репертуаре Абхазского театра нужна хорошая комедия. Да. И из тех комедий, что я знаю, это наилучшие. Да. Потому что она... не просто она служит развлечению зрителей, хотя это тоже, она очень смешная, очень такая трогательная при этом, но она помимо развлечения еще, такие какие-то человеческие глубокие мысли в ней заложены. Поэтому взял. Еще и хорошо распределялось. В принципе, один из побудительных мотивов был, потому что прима Абхазского театра Виолетта Ман, она давно не играла ничего, а возраст уже такой серьезный, и мне казалось, это для нее такая бенефисная роль. Казалось и кажется сейчас. В Сухуми состоялся финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия. Земля-2021». В нем участвовали 47 девушек в возрасте от 18 до 60 лет, из которых одна представляла Абхазию. Кто же стал победителем конкурса, расскажет Эсма Гуланце.
В фойе драмтеатра многолюдно. С минуты на минуту здесь стартует финал конкурса «Мисс и миссис Россия. Земля-2021». Нарядно одетые зрители в предвкушении красочного шоу. Ведь конкурс такого масштаба впервые проходит на абхазской земле. Зажигательные танцы и теплые слова приветствия открыли шоу. Это мероприятие отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь нет строгих стандартов, которым должны соответствовать участницы. Для участия важны не только внешние данные, но также ум и внутренняя красота. Я думаю, что мы увидим замечательную программу. Это не просто демонстрация красоты, это демонстрация, как вы понимаете, по самому названию «Мисс и миссис». Это демонстрация интеллектуальности, семейных ценностей. И я искренне надеюсь, сегодняшний вечер всем вам понравится. Конкурсанток представили ведущие Родион Газманов и Надежда Самборская, которая, кстати, является первой миссис Земля Россия. Среди этих красавиц девушки разных профессий – архитекторы, педагоги, врачи, певицы, предприниматели и домохозяйки. Организаторы уверены, каждая женщина прекрасна и может стать обладательницей короны красоты, независимо от возраста и социального статуса. Для нас это первый волнительный проект, который открыл Национальную ассоциацию культуры, спорта и красоты. И очень бы хотелось, чтобы все наши стремления, они совпадали, чтобы наши культуры объединились, и мы получили бы максимум положительных эмоций от происходящего сегодня на сцене. Красавицы покоряли зрителей разнообразными творческими номерами, песнями, танцами, акробатическими выступлениями и даже фокусами. Девушки также подготовили видеоролики, в которых затронули волнующие их социальные темы. В творческом блоке участница из Абхазии Каролина Квициния представила собственную коллекцию одежды. В 2010 году на мировом конкурсе красоты в Китае «Краса мира» мой национальный костюм стал лучшим среди десятков стран-участников. Марианна Романова представляет республику Саха. Совсем недавно девушка выиграла в одном из российских конкурсов красоты в номинации «Королева Азии». Абхазских зрителей она удивила колоритным музыкальным номером. На протяжении конкурса зрители радовали выступления ансамбля «Кавказ», эстрадных исполнителей из Абхазии и России. Оценивала конкурсанток авторитетное жюри, среди которых представители Абхазии и России. «Мисс Россия. Земля-2021» стала Дарья Бондаренко. Номинации «Миссис» была удостоена Юлия Никулина. Каролина Квициния завоевала титул «Миссис Россия. Земля-Абхазия-2021». Остальные участницы стали обладателями дипломов и корон в номинациях от партнеров конкурса, зрителей и по результатам голосования в социальных сетях. Эсма Гуланзе, Амра Заранди, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На следующий день после конкурса «Мисс и миссис Россия. Земля-2021» девушки приняли участие в социальном проекте по озеленению Сухума. Участницы конкурса высадили на набережной Махаджиров несколько кустарников османтуса душистого, своего рода ароматного символа нашего города. Проект проходит под эгидой Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты при поддержке «Мисс и миссис Россия. Земля». Когда мы делали этот проект «Мисс и миссис Россия. Земля» в Абхазии, родилась такая идея, что королевы, участницы этого конкурса посадят нам деревья, так как я местный житель, и мне хочется как-то развивать наш город и облагораживать его. И я думаю, что девочки с коронами это сделают очень красиво, очень символично. И в конце выпуска, как обычно, прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 15 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27. Температура морской воды плюс 19 градусов.
Информационный выпуск Камшикшара подошел к концу. После небольшой рекламы наш эфир продолжит специальное расследование ИСМы Джикерба по материалам проверки контрольной палаты деятельности госкомпании «Абхазтоп». А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.